Помните, мы начали с того, что говорили о миссии и о видении церкви, в том числе, да, на прошлом собрании, когда я проповедовал, то есть через неделю назад, да. Давайте мы еще раз прочитаем великое поручение Иисуса Христа, Матфея 28 глава. Это последние слова, которые сказал Иисус, прежде чем Он вознесся на небо своим ученикам, церкви. Матфея 28, с 18. «Тогда, подойдя, Иисус сказал им: „Мне дана вся власть на небе и на земле, поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками». Двоеточие после этого. «Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа, и учите их исполнять все, что я вам повелел. А я буду с вами все время до скончания века». И можно сразу также миссия и видение. И там есть слайдик? Да. Миссия церкви нашей, то есть исходя из этого великого поручения. То есть миссия – это цель, это суть существования. Говорить людям о Христе, когда он говорил, что идите. Приводить людей ко Христу, он говорит, крестите их. То есть что значит приводить? Мы крестим. Научить жить по христианским ценностям, изменить жизнь людей к лучшему. Это миссия нашей церкви, если кто не знал. То есть суть, для чего церковь, она как бы существует. Но помимо этого есть еще и видение. И видение церкви – это то, как мы достигаем вот этой миссии. То есть культура, какая в церкви. Какие наши ценности? Первое – церковь любви. Вы помните. Цели, они важны, но люди, они важнее. Поэтому мы никому на горло не наступаем, никого в асфальт не закатываем для того, чтобы достичь какой-то цели. Ну, то есть, знаете, когда вижу цель, не вижу препятствий. И как бы... Но церковь развития. Церковь развития – это... Мы верим, что каждому человеку Бог вложил какой-то природный дар. И потом, когда мы получаем крещение, когда мы принимаем Христа, когда Дух уже Божий живет в нас, у нас есть еще и духовные дары. И церковь – это то место, где мы можем развивать наши духовные дары, наши природные дары, и поэтому церковь развития. И где, если не здесь, ты можешь воплотить это в жизнь. Церковь будущих поколений. Мы всегда смотрим на следующее поколение. То есть это нон-стоп процесс. Почему? Потому что если мы не будем передавать нашу веру, то наша вера, она умрет с кем-то из нас. И почему именно будущих поколений? Потому что, дети, они всегда рождаются, ты не успел глазом моргнуть, 5-10 лет пролетело, и ты уже то старшее поколение. И если ты не обратил в свое время внимания на молодое поколение, то поезд уже ушел. И церковь полных семей. Что это означает? Если у нас есть люди, кто одинокий, вдовы, разведенные, вообще ни разу не выходившие замуж или не женившиеся. И помните, вот церковь для всех, это в том числе про них. Я, кстати, не сказал про церковь для всех, да, церковь для всех это все социальные слои. Мы не делаем церковь белых воротничков или церковь там еще кого-то, церковь госслужащих, нет. И не церковь русских, не церковь якутов, не церковь там киргизов, церковь для всех. Но полные семьи – это, я верю, то помазание, которое и есть, особенно если смотреть на современное общество, где статистика, удручающая по бракам. И у нас в этом году 3 венчания, одно прошло на прошлой неделе. Я хотел ребят поздравить, но у них вчера было торжество, собственно, в субботу. Я думаю, наверное, им не до этого. Но у нас есть молодая пара, это Софья и Иван. Да, Богдонус теперь уже у них фамилия. У обоих придут, мы их представим, помолимся. Радостное событие, венчание прошло здесь в церкви. И буквально скоро у нас также будет еще одно венчание. Там вот молодая пара сидит. Можете руками помахать. 8 августа у нас, и потом еще у нас 5 сентября. Вот там тоже можете помахать. Слава Богу, вообще, в том числе, говоря, если про церковь полных семей. И
Смотрите, на прошлом собрании, помните, я говорил о том, чему мы учим в церкви. Это также часть великого поручения. Я говорил, что долгое время в церкви не было вот полноценного учения. То есть это вот библейская школа, курсы, которые есть. И потому что мы должны не просто привести людей ко Христу, да, но чтобы их жизнь, она изменилась, они должны понимать, кто они теперь во Христе, в Боге, то есть что они дети Божии, и что как у детей Божьих у них есть определенные права, не только обязанности. Но если великий Бог, который сотворил эту землю, великий Творец, Он твой Отец, теперь ты имеешь право называться Его сыном или Его дочерью, и Он как любящий Отец, только представь, разве написано, Он и не даст вам всего? Было бы глупо это не использовать, поэтому еще раз скрытая реклама библейских курсов, которые у нас стартуют в октябре. Но, смотрите, я начал, может быть, со второй такой большой части именно учения, но если мы посмотрим на вот это великое поручение, Иисус что говорит? Идите и делайте их моими учениками, да, там двоеточие, что Он говорит? Крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа. По всей земле. Итак, две основные части. То, что Иисус Он поручил. Он говорит, идите, делайте учениками. То есть, первое, крестите. Второе, учите. Учить всему, чему учил Иисус Христос. Повиноваться, как жить. И интересный такой момент. Вы знаете, когда пока я не начал готовиться, я не осознавал того, что как будто чего-то не хватает вот здесь. Я сейчас поясню. То есть Иисус сказал своим ученикам, что первой задачей в том, чтобы сделать учениками все народы, то есть привести Его людей в церковь, познакомить их с чудесной жизнью детей Божьих, это что? Это нужно их крестить. Понятно, что евангелизация, то есть идите по всем, да, то есть это вот говорите, то есть как ты их, если ты говорить не будешь, как ты их крестить будешь, да, подразумевается это, но дальше просто крестите их. И такое чувство, как будто чего-то не хватает. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, по-моему, Библия много говорит о вере, о необходимости веры, о покаянии, об исповедании Иисуса Христа. Говорится же об этом, это же важные части или нет? Но здесь Иисус ученикам, когда говорит, Он вообще об этом ничего не упоминает. Ничего про веру, про покаяние. Только говорит, идите и крестите. В Отца, Сына и Святого Духа. Вам не кажется, что это довольно важные вещи? Еще раз. Вера, покаяние, исповедание. Почему Иисус об этом умолчал? Как вы думаете, версия есть? Может, Он допустил ошибку? В суматохе последних дней Он знает, что сейчас на небо уйдет. Замотался. Дел много. Забыл сказать ребятам. Судя по вашему смеху, нет. Да? Такие вещи не забываются. То есть тогда Он об этом не говорил, специально. То есть умолчал об этом. Это было намеренно. И если это так, то чему мы можем научиться из этого? Почему Иисус, Он об этом умолчал? Вы знаете, на что я хочу обратить ваше внимание? Вот великое поручение, которое в 28 главе Матфея, оно адресовано кому? Адресовано верующим, адресовано церкви. Вы согласны? Идите, крестите, научите. Это не для новообращенных, не для тех, кто обращается. Иисус говорит нам, что мы должны делать, чтобы приобретать учеников. Почему я это говорю? Следуйте за мной. Скажите, можешь ли ты человека заставить поверить в Бога? Ты можешь поделиться с ним своей верой,
засвидетельствовать, во что я верю, что и как, но ты никак не можешь его заставить, как бы ты ему руки не выкручивал. Ты не можешь заставить его поверить. Можешь ли ты кого-то заставить покаяться в своих грехах? Ну, искреннее покаяние. Ты можешь поговорить о том, что тебе необходимо покаяться. Что после покаяния будет только изменение. По-другому не бывает. Но решение покаяться должно быть за человеком. Вы понимаете? Можешь ли ты человека заставить признаться в том, чего они не чувствуют, если человек этого не переживает? Еще раз, ответственность лежит на новообращенном. Итак, смотрите, роль церкви в обращении заключается в чем? Мы сначала идем и говорим, и потом Бог, Он работает с человеком, Он его обличает, и когда человек, он сам покаялся, он сам поверил, и он пришел, и тогда обязанность церкви – это крестить, и потом уже учить. Вы понимаете? Поэтому Иисус, Он когда говорит церкви, Он не говорит, что идите, кайте их, заставьте их верить. То есть это не наша задача. Но наша работа вот в обращении это рассказывать и крестить. И на самом деле это, знаете, одна из, как пик такой жизни церкви. То есть, собственно, это вот люди, которые обратились во Христа. То, ради чего церковь она существует. Поэтому радостное событие. Кто-нибудь скажите аминь. Да. Заодно проснитесь. Но смотрите, я что хочу сказать. Вы знаете, это одна из вещей, единственная, наверное, которую мы можем делать, которую не делал Иисус. Что я имею в виду? Помните, когда Иисус сказал, есть такое место Писания, Иоанна 14 глава, 12 стих, в синодальном переводе. «Истинно, истинно говорю вам, верующий в Меня дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что я иду к Моему Отцу». Есть разные трактовки, если в контексте там читать, но только вдумайтесь. Говорит, будете делать круче, чем делал Иисус. Если так подумать, Иисус, когда ходил здесь на земле, Он исцелял больных, воскрешал мертвых, ходил по воде, накормил тысячи из ничего. Трудно такое превзойти. Вы согласны? Но знаете ли вы, что Иисус никогда не крестил? По крайней мере, в Библии нигде нет упоминания о том, чтобы Он крестил сам. Более того, говорится, что Он никогда этого не делал. Давайте прочитаем Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 1 по 3 стих. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухи, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн». Дальше, внимание, 2 стих. «Хотя сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею, а пошел опять в Галилею». Смотрите, я думаю, что дальше мы посмотрим, что это было намеренно в том числе. Понятно, кто-то может сказать, что все это происходило еще до того, как церковь она была основана. То есть вы понимаете, вот они, первые апостолы, первые ученики, вы знаете, что церковь, она когда возникла? На день Пятидесятницы, да, когда Дух сошел, то есть уже после того, как Иисус, Он был распят, воскрес, и после этого Он вознесся на небо. Но даже после того, как церковь появилась, смотрите, Иисус передал задачу приведения людей в царство, Он поручил это верующим. Вы помните, я такой пример приводил? Европейское государство какое-то, после Второй мировой, большой храм, неважно какой деноминации, у них во дворе стояла статуя. Статуя Христа, который стоял с распростертыми руками. И во время бомбежек руки, отвалились. Отшибло их осколками, взрывной волной. И после того, как все восстанавливали,
стал вопрос о том, чтобы восстановить руки. Они выбирали скульптора, кто это сделает, потому что там какой-то изначально мрамор, сделано в какие-то древние века. Такой неслабый вопрос стоял. И священник в этом храме, он получил такое откровение, что не восстанавливайте ничего. В смысле? Говорит, потому что вы мои руки. То есть насколько это круто. Ну, чтобы просто как было. Смотрите, Бог, Он, конечно, может многие вещи делать, но в 99% случаев Он свою волю здесь исполняет за счет кого? Смертных людей. Те, кто доверились Ему и которые хотят служить Ему. Он делает это через верующих. И то же самое, смотрите, я вот могу отследить в Библии, крещение это, то есть непосредственно процесс, когда люди, они обращаются в веру, Он доверил это нам. Он сам это не делает. Смотрите, вы помните историю, самое начало, Деяния, 8 глава, там мы не будем читать, 26-39 стих, и когда ангел, он посылает Филиппа, был такой диакон, и он говорит, что там знатный вельможа ехал, Эфиоп, евнух, и он, там, не знаю, его несли, или там карета, повозка, он подошел и слышит, что тот читает из книги Исаии. И он ему говорит, ты понимаешь, о чем вообще читаешь? Он говорит, нет. Тот залез к нему в повозку, рассказал ему, он как раз читал там, по-моему, из 53 главы, где про Иисуса говорится. Свидетельство было, он объяснил ему, что это значит, то есть тот читал Ветхий Завет, вы понимаете, Новый Завет еще не был написан. Как бы, да? И что происходит? Он его крестит по пути. Он ему рассказывает о вере и говорит, что нужно креститься, нужно принять. Он говорит, а что мне мешает? Да, говорит, ничего не мешает. Вон вода есть. Как раз мимо лужи проезжали. Крестили его. Что я хочу сказать? Смотрите, ангел, который его послал, он мог бы это все сделать. Ну, если так подумать. Но тем не менее, он этого не делал. Он выбрал человека, скромного диакона по имени Филипп. Больше мы не знаем ничего. Вот его часть была, он пошел, его крестил. Или смотрите, если взять обращение апостола Павла, драматическое, вы помните, как произошло это? Это в Деяниях описано, в 9 главе, там, с 1 по 19 стих. Вы помните, что Павел, он шел в Дамаск, у него было множество бумаг, которые подтверждали его право хватать верующих, скручивать им руки, тащить их в темницу, после того, где их даже умерщвляли. То есть он шел для того, чтобы преследовать церковь. И вы знаете, что Иисус встретился ему на дороге, ослепил его, а затем после этого отправил его в Дамаск. Давайте прочитаем Деяния 9 глава, 6 стих. Он, это Павел, в трепете и ужасе сказал, «Господи, что повелишь мне делать?» Ну, то есть, представляете, человек шел и не видит ничего. И Господь сказал ему, встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать. И после этого что? Он послал, ученик был по имени Анания. Он его отправил к Павлу, и помимо всего прочего, что ему Ананий сказал Павлу, он сказал ему следующее. Деяние 22 глава, 16 стих. Итак, что ты медлишь? Встань, крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса. Еще раз, он сам ничего не делал, он его отправил к человеку и поручил человеку сделать все это, крестить его. Вы со мной? Но еще один интересный момент, это то, что Анания, смотри, он сказал, иди и омой грехи, то есть грехи его еще не омыты. Несмотря на то, что он встретил Иисуса по дороге, он уверовал, он ему сказал, Господи, кто ты, да, и что мне делать? Но написано, что грехи его еще не смыты. Что это означает? Это означает, что по дороге в Дамаск Павел еще спасен не был. Вы понимаете? Привилегия привести Павла в Царство Небесное, чтобы его грехи были прощены и были омыты, была предоставлена человеку, о котором, опять же, Писание упоминает один единственный раз. Вот про этого именно Анания. Больше не знаем ничего про него.
Но он крестил апостола Павла. Человек, который написал половину Нового Завета, множество книг. Только представьте, какая ответственность. Нам с вами выпала привилегия рассказывать об Христе и приводить людей в Его Царство посредством крещения. Вера, покаяние, исповедь – это обязанность того, кто обращается, новообращенного. Но крещение – это ответственность христианина, который приводит их ко Христу. Вопрос, кстати, у меня сразу возник. Кто может крестить? Кто-нибудь скажет? Какой-то особый священнический сан нужно иметь? Вообще нет. Если ты веришь, человек подходит, ты можешь крестить человека. Вы со мной? Библия совершенно ясно об этом говорит, и примеры об этом есть. Смотрите. То есть не нужно иметь священнический сан для того, чтобы проводить крещение. Любой верующий может это делать. Но смотрите, в великом поручении Иисуса есть еще одна особенность. Смотрите, что Он сказал. Он говорит, что крестите во имя Отца и Сына и Святого Духа. Как все бывает с Иисусом, не просто так сказано. Что Он имеет в виду? Я хочу, чтобы вы понимали, что вот к тому времени, когда Иисус был уже на этой земле, крещение, баптизм, вот у нас просто по-русски звучит крещение, мы ассоциируем с крестом. То есть нечто христианское такое, да, кто-то, есть такое или нет? Но крещение это что? Это погружение, да? Омовение. Баптизм, оттуда баптисты пошли, вот слово греческое. Но ко времени, когда Иисус был на этой земле, вот крещение или погружение, омовение, оно было в сознании общества уже тогда. У иудеев была распространенная практика. Просто я к чему это говорю, что когда люди читают в Новом Завете о том, что пришел Иоанн Креститель и начал крестить всех, да? Погружал людей в воду в реке, ошибочно полагают, что это была уникальная практика, что Иоанн Креститель, родоначальник крещения, он начал крестить людей. Но это не так. Вот омовение, крещение – это была распространенная практика среди иудеев. И помните, я даже приводил фотографии, если кто-то был в Иерусалиме, сейчас есть раскопки возле старой стены, и там есть множество, я не знаю, слово склоняется или нет, но в одном числе называется миква. Церковь Масада – это крепость, которая была построена Иродом и сдерживала римлян. То есть в 70-м году нашей эры, после того, как вот Иисус, Он вознесся на небо, буквально через несколько десятков лет Иерусалим был стерт с лица земли. И Масада, она долго держалась. Там на раскопках тоже есть миквы. Есть фотографии этого. И миква для чего использовалась? Для погружения в воду предметов и людей, чтобы очистить их от греховного влияния. То есть это было религиозное омовение. Да? И вы знаете, в иудаизме было множество направлений, множество сект. Саддукеи, фарисеи, были такие ессеи в том числе. И вот они именно были, у них было ежедневное омовение в бассейнах. То есть в обязательном порядке они верили, что им нужно было погружаться. То есть они каждый раз пошел на рынок, с неверующими, с этими там собаками пообщался, пришел и всю грязь с себя смыл тут же. То есть ты не можешь ничего дома делать, пока ты не омылся. То есть ты религиозно, обрядово ты не чист. Вы понимаете? И вы знаете, что даже сейчас есть, полностью не погружаются перед стеной плача. Но тем не менее, мужчины там кипу одевают, нужно руки умыть, омовение ритуальное. Но до этого, перед тем, как люди входили на храмовую гору, были миквы для священников, которые принимали омовение, чтобы ничто нечистое не могло войти.
было отдельно две, которые были предназначены для первосвященника. В частных домах также строились миквы, делались. И это использовалось, ты пошел что-то у язычника купил на рынке, и помимо того, что ты там с мылом это там моешь или там как-то чистишь, там, не знаю, картошку, но тебе нужно было просто религиозно также ее омовение сделать, ты обязательно окунал, и любые предметы, которые были осквернены. Мы можем прочитать об этом Евангелие от Марка, 7 глава, 3-4 стих. Смотрите. «Ибо фарисеи и все иудеи, держась предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук, и, придя с торга, не едят, не омывшись. Есть и многое другое, чего они приняли держаться, наблюдать омовение чаш, кружек, котлов и скамей». Что я хочу сказать, что я пытаюсь донести до вас. Когда Иоанн Креститель пришел крестить, люди уже давно привыкли к этой идее, что крещение ассоциируется с очищением. И Иоанн, помните, у него было крещение чего? Покаяние. Он призывал к покаянию, чтобы люди, они проснулись, что они осознали, что мне нужно покаяться. Вот в этом было его крещение, да? Но с крещением также была еще одна связанная идея. Это отождествление. Если я крещусь во что-то, то есть я отождествляю себя с этим. Я принимаю это. Еще не уснули? Помните, когда люди, они обращались в иудаизм, бывало и такое, да? То есть люди принимали веру иудеев. Что они должны были сделать? Мужчинам понятно. То есть они делали обрезание. Но женщины, евнухи, там нечего было обрезывать, они должны были принять крещение. Их погружали. То есть обращенные в иудаизм, которые не могли быть подвергнуты обрезанию, были крещены. Вот именно погружены, омыты. Не в смысле, вот у нас еще раз, может это у меня в голове, вот крещение, оно вот как бы такое слово со крестом. Но суть именно в этом. Они погружались, и они омывались, и они отождествляли себя с этой верой новой. Цель какая? Я идентифицирую себя, я иудей. Я вот принимаю, я встал, я стал иудеем. Таким образом, люди крестились в иудейскую веру. И еще раз то, что мы читали в 28 главе Евангелия от Матфея. Иисус, по сути, что говорит? Я хочу, чтобы новообращенные отождествляли себя с Отцом, Сыном и Святым Духом. Вы понимаете? Просто до этого иудеи что? Там только Отец. Бог Отец. И посмотрите, Сын, Он не пришел и не сказал, что крестите во имя Мое. Да, мы верим в Иисуса Христа, мы обращаемся в веру в Него, что Он Спаситель, но крестим во имя Отца, Сына и Святого Духа, потому что Бог есть один, един, триедин. Хочешь знать больше? Добро пожаловать на библейские курсы. Там концепция триединства рассматривается. Вот во что должны были креститься обращенные в Иисуса Христа. И кто-то может сказать, это же очевидно. Ясно и понятно, что мы отождествляемся с Отцом, Сыном и Святым Духом. Ничего нового. Но вы знаете, когда речь заходит о крещении, это один из таких вопросов, который вызывает так много разногласий и споров. Казалось бы, что тут спорить? Но в христианской среде происходят странные вещи. Я вам просто пример приведу. Однажды ко мне человек подходил и говорит, а что мне нужно сделать, чтобы стать членом вашей церкви? Даже не членом, а частью вашей церкви. Я объяснил, что единственные требования, которые у нас есть, это человек должен стать христианином, да? То есть должен поверить, что Иисус Христос есть Сын Божий, что Он умер и воскрес на третий день. Потом он должен признать, что сам этот человек, он грешник, ему нужно покаяться в прошлых грехах, и потом дальше он должен признать Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, то есть своим Богом. И после этого нужно креститься, принять водное крещение. При этой фразе он сказал, опять
Я говорю, в смысле? Он говорит, я уже 4 раза крещение принимал. Я говорю, а можно поподробнее? Сначала, когда я был маленький, меня родители крестили. То есть, когда я еще младенцем был. Это, говорит, раз. Потом я, когда вырос, пошел, выбрал церковь. То есть, когда младенец, понятно, где его крестили, да? То есть, у нас, только православные крестят. Младенцев, католики тоже, но так как в нашей стране не так много католических приходов, то есть его крестили в православной церкви. Потом он, какая-то была протестантская церковь, он туда пришел, они такие, мы же младенчество не принимаем, крещение, его крестили по новой. Потом он взял и поменял общину, имеется в виду, из одной церкви перешел в другую, и та церковь, куда он перешел, они отказались принимать его крещение и сказали, что нет, и они снова его крестили в эту церковь. И потом еще раз, когда он переходил, те сделали то же самое. И вы знаете, ладно, я могу понять православных в том смысле, что для них без крещения нет спасения. Мы в конце коснемся этого. То есть, если ты не принял крещение, человек не спасен. И поэтому, мало ли где ты там что крестился, и хочешь быть уверен, давай мы тебя, в общем, чтобы быть уверенным. Но подумайте, протестантские церкви, они часто направлены на то, чтобы крестить, отождествить этого человека с нашей церковью. Вы понимаете, в чем суть? Когда ко мне люди подходят и вообще говорят, что я принимал крещение, единственное, что я спрашиваю, ты крестился во что? Веру в Иисуса Христа во имя Отца, Сына и Святого Духа? Если да, для нас этого достаточно. Почему? Потому что мы не крестим в церковь. Мы крестим в Иисуса Христа. Вы понимаете? Во имя Отца, Сына и Святого Духа, но в веру в Иисуса. Мы не хотим, чтобы Он отождествлялся с нашей церковью, что, неплохо. Но прежде всего Он должен отождествляться с Отцом, Сыном, то есть Иисусом Христом, и Святым Духом. И на самом деле, как написано, что нет ничего нового под солнцем, эта идея, она не нова. У людей всегда такое было. Давайте посмотрим. У Павла была такая проблема в церкви в Коринфе. 1 Коринфянам, 1 глава, 11-15 стих я прочитаю. Он им пишет, упрекает и говорит, что «Ибо от домашних Хлоиных», женщина Хлоя, у нее там кто-то домашний ее, написали ему, «Сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры». Я разумею то есть, насколько, говорит, я понимаю, у вас говорят, я Павлов, я Аполлосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или во имя Павла вы крестились? Смотрите дальше. Это все одно и то же. Он пишет, говорит, слава Богу. Он говорит, благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, дабы не сказал кто, что я крестил во имя мое. Что здесь происходит? Вот эти люди в Коринфе не отождествляли себя с тем человеком, который их крестил. И поэтому у них начало, я Павлов. Я круче, меня сам Павел крестил. Я там еще чей-то. Все ребята непростые. Но он им говорит, вы подумайте только, разве Бог, Он разделился? Мы во Христа, во имя Сына, Отца, Сына и Святого Духа крестим. В веру в Иисуса Христа. Не в человека. Но эти люди, они буквально их там крестили, может быть, во имя Аполлоса, Киф и Павла. В своем последнем напутствии Иисус хотел донести, в этом великом поручении, которое мы читали, Матфея 28, Иисус конкретно хочет донести до нас мысль, что вы крещены не во имя какой-то церкви, вы не крещены в чье-то человеческое имя, вы не являетесь последователем смертных учителей. Вы должны быть последователями Отца, Сына и Святого Духа. Вы со мной? Очень интересная вещь, что даже язычники, они понимают это. Вообще важность крещения. Я просто хочу вам привести такой пример. Я
разговаривал, с кем-то про буддийские традиции. Вот. Вы знаете, буддийские семьи могут посещать христианскую церковь. То есть вот буддийская семья, религиозная, они соблюдают там все свои законы и обычаи, и кто-то начал ходить в церковь. Они относятся вообще спокойно к этому. Экспериментирует. Молодой еще. Пусть попробует в жизни все. Но как только этот человек принимает крещение, все. Вся семья просто от него отказывается. Они не хотят не иметь ничего с ним общего. Почему? Потому что во время крещения семья этого человека, она осознает, что он принял решение полностью отождествить себя с Отцом, Сыном и Святым Духом. Вы понимаете? До этого момента член семьи, который ходит в церковь, пусть он там что хочет делать, пусть он там молится, он все еще буддист. Просто экспериментирует. И напоследок, я заканчиваю, я бы хотел затронуть такой вопрос, который вызывает множество споров среди христиан и всегда является актуальным, его постоянно спрашивают. Является ли крещение обязательным для спасения? И начинаются всевозможные споры, спекуляции на эту тему. Я вам хочу сразу сказать, у нас же сейчас не библейская школа, потому что на библейской школе вас будут учить как надо. Но у нас не деноминационные какие-то вещи, но я вам хочу сказать, что в христианстве, если подразумевать вселенское христианство, нет единого мнения на этот счет. И смотрите, в православии и католицизме это обязательно. Они верят, что крещение – это необходимое таинство. Это одно из таинств в церкви и является, собственно, дверью в церковь. Большинство протестантов, коим принадлежим мы, считает, что главное условие – это истинная вера и покаяние. А крещение – это символ, следующий за шагом послушания. Интересная вещь, мы сейчас посмотрим. Часто люди, они приводят одни и те же места Писания, и каждый приводит его в свою пользу. Сейчас мы коснемся этого. Но еще раз о взглядах разных конфессий. Православие, католицизм, крещение строго обязательно для спасения. У них есть такие понятия, потому что когда протестанты часто приводят же того самого грешника, который с Иисусом на кресте висел, вы помните, их было двое, и один, он сказал: замолви за меня словечко, когда будешь там. Он говорит: истинно тебе говорю, что сегодня будешь со мной в раю. Человек получил спасение без крещения, да? И есть понятие у православных такое, знаете, как крещение кровью, как мученичество, или там желанием, когда вот такие форс-мажорные обстоятельства, что человек искренне уверовал, времени не хватило, он не принял крещение, физически не успел или не мог креститься. Вот такое вот, да, у них. Протестантизм. Спасение дается только по благодати, только через веру. Мы не можем заслужить, мы не можем ничего этого сделать, только через личную веру в Иисуса Христа. И в качестве главного примера приводят вот этот аргумент с разбойником на кресте, который был с Иисусом. Я хочу вам привести несколько мест Писания, например, в частности, православные их также приводят. Знаете, удивительное, есть такое местописание, Марка, 16 глава, 16 стих. Иисус говорит следующее: кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. И православные говорят: написано, что кто будет веровать и креститься, тот будет спасен. А протестанты потом дальше говорят: а кто не будет веровать, не написано же крещен, осужден будет. Помните, в беседе с Никодимом Иисус тоже говорит, он произносит следующие слова. Если кто, это Иоанна, 3 глава, 5 стих.
произносит следующие слова. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». И родиться от воды и духа. Разные могут быть трактовки, но очевидно, он здесь говорит именно про крещение. И в великом поручении Христос также повелевает нам крестить. Он говорит, делайте учениками, крестя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Чтобы просто все споры, смотрите еще раз, есть место такое в Писании также, споров всяких ненужных. Берегитесь. Вот есть много вещей, которые нас объединяют. Ничем хорошим я еще не видел ни одного христианина, который мог бы доказать другому христианину свою точку зрения. То есть безнадежное дело. Потому что теология – это, к сожалению, не математика, где можно вывести теорему и доказать ее математическим способом. То есть, никуда не денешься. И люди по-разному воспринимают, но при всем при этом, что я вам хочу сказать. Да, мы верим, что спасение, оно по вере и оно по благодати. Но при нормальных обстоятельствах, если ты поверил, если ты принял Христа, я не вижу никаких причин, почему ты должен, или вернее не должен принимать крещение, вы понимаете? Я так скажу, что крещение, оно обязательно в этом смысле. Почему? Потому что ты, нет шагу назад уже, потому что где-то ходил, что-то там признал, где признал, никто не заметил. Здесь ты прилюдно, ты принимаешь крещение, и ты отождествляешь себя с верой в Иисуса Христа, с Отцом, Сыном и Святым Духом. Вы понимаете? Поэтому я понимаю, что споры все равно дальше будут. Не я первый, не я последний, и мы не первые, не последние. Но тем не менее, если у вас будет вот такое спокойствие и понимание вот этого всего, уже хорошо. Еще раз, мы спасаемся по вере. Но выражение нашей веры, в том числе, потом происходит через крещение. Мы отождествляем себя. Хорошо? Если ты и веришь, тогда сделай следующий шаг. Многие задают вопросы, а что с младенцами бывает, которые, например, умерли в младенческом возрасте, и они не успели креститься, или они не успели покаяться. Что с ними будет? Я вам скажу, что я не знаю. Наверное, у Бога есть какой-то, смотрите, можно было бы вывести какую-то теорию, я там знаю, существуют разные мысли. Еще раз, в Библии про это нет ничего. Мы можем только спекулировать на эту тему. Да? Я вам хочу просто честно сказать, что оно так. Вопрос спорный, но смотрите, нам не нужно обременять себя задачами, которые не в нашей компетенции. Нам Бог что сказал? Идите, проповедуйте, крестите, делайте учениками, научите всему. Давайте об этом заморачиваться. То, что ты не можешь изменить, или думать вселенские думы, о том, что возможно, что невозможно. Это все хорошо. Но будьте более практичны в этом смысле. Еще раз, то, что нам Иисус говорил, недаром я верю. Он не упомянул про эти вещи, как я говорил, про покаяние, про веру. Потому что есть наша работа, а есть Божья работа. Никто не сможет заставить человека поверить. Как это происходит? Вот это, наверное, самое большое таинство. Когда человек, он получает обличение в свое сердце. Когда ты понимаешь, что-то не так. У всех по-разному происходит. Но кто-то должен прийти и сказать этому человеку сначала. Может быть, Бог уже давным-давно работает с его сердцем, и что-то происходит, но никто не пришел и не сказал. Или никто не крестил его. Вы понимаете? И вот в этом наша задача. И не нужно на себя взваливать все. Я пойду, я там спасу, я там и то, я там и это. Делай то, что можешь. И оставь Богу его работу. Аминь.